День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Визит на Дальний Восток. Президент России пообщался с представителями общественности и бизнеса в городах Анадырь и Хабаровск. Почему Владимир Путин не приехал в Якутск и о чем говорили на встречах? Устаревшее оборудование, перебои в подаче тепла и высокая аварийность – основные причины модернизации инфраструктуры ЖКХ. Сколько котельных отремонтировали и построили в Якутии, начиная с 2019 года. Нулевая видимость, морозный туман может стать причиной аварий на дорогах. Укравтодор в Вилюй совместно с управлением ГИБДД проводят профилактические рейды. Каждому бойцу индивидуальный подход. В Республиканском центре медреабилитации и спортивной медицины участники спецоперации получают необходимую помощь. Расскажем подробности. Огни рождественской Москвы. В концертном зале Останкино прошел международный фестиваль молодых исполнителей. Воспитанники детского сада Чукдар покорили жюри своим трогательным выступлением и стали лауреатами первой степени. Президент России на уходящей неделе совершил поездку по регионам Дальнего Востока. Владимир Путин пообщался с представителями общественности и бизнеса в городах Анадырь и Хабаровск. Итоги этих разговоров будут анализироваться, чтобы сформулировать перечни поручений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Планировал Владимир Путин посетить Якутию, но вмешались крепкие морозы и туман, осложнявшие видимость в аэропорту столицы республики. Однако вопросы от якутян президенту все-таки прозвучали. Владимир Путин провел встречу с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. Приняли участие представительницы Якутии Анна Постникова и Флида Габасова. В ходе встречи был затронут вопрос строительства моста через реку Лену. По словам Флиды Габасовой, глава государства заявил, что понимает важность строительства моста через Лену для Якутска. Также отмечено, что на строительство потребуется от 5 до 8 лет. Я Флида из Якутии. У меня был вопрос моста. Но Алексей мне сказал, что он решен. В городе? Ленского моста, да. Проблема большая для Якутска. Там столько лет уже обсуждается, это лет 10-15 уже. Мост нужен, Владимир Владимирович. Понятно. Правда, мост нужен. Раз уже вы здесь, на Дальнем Востоке, то тогда, просить обещания, наверное, это несправедливо. Но возьмите, пожалуйста, под свое крыло. Мост нужен. Уважаемый Владимир Владимирович, Говорили о предоставлении льготной ипотеки. Якутянка Анна Постникова выступила с предложением внести дополнение в федеральную программу. Она отметила, что Владимир Путин дал указание правительству страны отработать данный вопрос. хотелось бы обратить внимание на неравные условия наших сотрудников. Они не могут воспользоваться дальневосточной льготной ипотекой, так как в программе прописано, что этой ипотекой могут воспользоваться педагогические и медицинские сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений. Образовательных и медицинских учреждений. На самом деле, думаю, не так уж и много там людей. Надо тоже пометить обязательно. Максим, пометьте обязательно. Какое там количество людей? Конечно, все должны быть поставлены в равные условия. Работа-то одна и та же на самом деле. Спасибо большое. И разница в уровне доходов, думаю, что несущественная. Тем временем из Якутии доставили первую партию подписей в поддержку Владимира Путина. 10 января в Центральный избирательный штаб в Москве привезли подписи, собранные в 12 регионах России, включая первую партию подписей жителей Якутии. Напомним, выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать свою поддержку и предоставить в ЦИК России 300 тысяч подписей избирателей. Люди реагировали положительно, и начиная от стюардесс, заканчивая всем коллективом аэропорта, все относились как-то с большим уважением и с трепетом, к нашему определенному, очень ценному грузу. Глава республики и корпорация развития Якутии подводят итоги прошедшего года и намечают планы работы. Одним из главных проектов стало начало работы над созданием в Якутии кинопавильона полного цикла.
Также федеральные деньги привлекались на создание креативного кластера в Мирном. Также важным проектом стал запуск креативного кластера «Квартал труда», в котором сегодня работают более 70 резидентов с совокупным доходом порядка 600 миллионов рублей. Создано 530 рабочих мест. В этом году Айсан Николаев поручил усилить работу по «Кварталу труда». Необходимо развитие якутского кино, туристического сектора и реализация инвестиционных проектов. Айсан Сергеевич отметил, что нашим основным достижением, конечно, является то, что Якутия стала безусловным лидером России по развитию креативной экономики. И мы смогли стать тем регионом, который свой опыт представил президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. И в сентябре, если вы помните, на Восточном экономическом форуме Владимир Владимирович отметил, что в Якутии удалось создать лучшую систему развития креативной экономики. И вот наша система теперь, она через региональный стандарт развития креативных индустрий масштабируется на все регионы страны. Уже свыше 30 регионов изъявили желание к ней присоединиться. Также в регионе проанализировали клиентоцентричность электронных и цифровых сервисов. Айсан Николаев напомнил о том, что цифровая трансформация является одним из важнейших направлений деятельности государства, одной из национальных задач, поставленных президентом. В этом году планируется дополнить мониторинг цифровых сервисов освещением проводимой работы ведомствами на своих официальных порталах. Важно довести до клиентов результаты выявления и изучения их потребностей. Это приведет к улучшению качества работы цифровых сервисов и повысит уровень доверия граждан к госорганам. С начала этого года вырастут зарплаты у работников бюджетной сферы. Также увеличился и минимальный размер оплаты труда. И если в прошлые периоды повышение наблюдалось на уровне 5-7%, то в этот раз МРОТ вырос сразу на 18,5%. Тему продолжит Александр Хавренко. С 1 января в России сразу на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда и составил 19 242 рубля. В Якутии с учетом районного коэффициента размер МРОТ теперь равен 48 105 рублям, а в северных районах чуть меньше 54 тысяч. Кроме того, с 1 января произошло повышение размеров заработной платы для работников бюджетной сферы. Предусмотрели порядка 8,5 миллиардов рублей на повышение оплаты труда, именно уровень повышения только там, да. Из них 2,4 миллиарда рублей это целевики наши, да, которые попали в майские указы нашего президента. Это касается в основном образования, здравоохранения, социальные наши работники. Также с 1 января повысилась и зарплата работников прочих категорий, в которые входят как и неквалифицированные рабочие, так и высококвалифицированные инженеры, юристы и бухгалтера. В прошлом году с 1 апреля повышали заработную плату. В этом году с 1 января 2024 года прочим категориям работникам должны повысить заработную плату и на 5,5%. Мы хотим, чтобы данную заработную плату направляли на окладную часть оплаты труда. И также мы будем вносить предложение о том, чтобы прочим категориям работников в дальнейшем тоже повысили заработную плату. Повышение минимального размера оплаты труда влечет за собой увеличение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. Увеличение МРОТ стало возможным благодаря майским указам президента Владимира Путина, и впервые увеличение МРОТ опережает темпы роста инфляции в стране. Александр Хавренко, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. Более того, с этого года в Якутии вводятся меры поддержки семей с детьми и повышается размер соцпособий. Например, единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в первой зоне составит 55 695 рублей, во второй зоне 46 650 рублей. Повышается денежная выплата при рождении третьего ребенка до 27 847 рублей в первой зоне. Семьи, проживающие на территории второй зоны, получат 23 325 рублей при рождении третьего младенца. Также размер республиканского материнского капитала теперь составляет 300 тысяч рублей. При этом для лиц, использовавших часть поддержки, сумма остатка увеличится в 2 раза. С 2004 года действует новая мера поддержки молодых супружеских пар при вступлении в брак впервые, начиная с 2024 года. Важным условием является возраст супругов, который не должен превышать 25 лет, и проживание на территории республики обоих супругов.
Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Для ее получения необходимо одному из супругов подать электронное заявление на портале eyakutia.ru. Заявление очень простое, буквально занимает 2 минуты. Супругу необходимо предоставить реквизиты банковского счета, на который будут поступать денежные средства. 12 домов введут в республике в январе по нацпроекту «Жилье и городская среда». В новые дома заселят более 2600 якутян. В селе Намцы введут в 3 дома. 2 дома в городе Нюрба, по 1 дому введут в селах Верхневилюйск, Актемцы, Харбала-2, а также в поселке Большой Хатыми. Также по 1 дому введут в селе Устье Сунтарского улуса и в городе Ленске. Также в этом году несколько десятков нерюнгринских семей улучшат свои жилищные условия, переехав из непригодного жилья в новые квартиры. На строительной площадке 2 новых многоэтажных домов побывала наша съемочная группа. В Нерюнгринском районе продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в настоящее время в городе Нерюнгри ведется строительство 2 многоквартирных домов, в котором будут предоставлены квартиры гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде. В этом году мы планируем строительство, достройки, точнее, 2 домов в квартале Р. Вы видите, активно строительство идет, в принципе. Сроки у нас достаточно такие были сжатые, но мы видим, что уже внутренние работы уже пошли и фасадные работы заканчиваются. К летнему периоду мы планируем к июню, надеюсь, это будет так, как и нам говорит застройщик, уже начать переселять граждан. Благоустроенное, оформленное жилье. Это первое. Второе, у нас активно будет снос домов в этом году, деревянной застройки, ветхой застройки. И к 26 году, точнее к 25 году, к концу 25 года, по указу главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы должны закончить вообще вопрос с аварийным жильем, с ветхим аварийным жильем. Дома строятся по принципиально новой технологии, отличной от всех панельных жилых зданий Нерюнгри с учетом территориальной и геологической особенности района. Дома рассчитаны на 63 квартиры, каждый дом. Но в каждом доме по 13 квартир предназначены для детей-сирот еще. Вот. В связи с этим на 26 квартир у нас уменьшится. Также в этом году мы надеемся, что наш застройщик, сервис-интегратор, до конца года построит еще 1 дом, тоже 9-этажный, где также будет 50 квартир. Это по программе переселения и также для детей-сирот. Помимо этого, в Нерюнгри запланировано строительство арендного жилья. Обсуждаются проекты строительства домов для железнодорожных работников и ведутся переговоры о возобновлении строительства жилых зданий для сотрудников компании «Колмар». Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу. В связи с сильными морозами все службы и организации ЖКХ и энергетики работают в режиме повышенной готовности. На всех объектах организованы круглосуточные дежурства. Аварийные и диспетчерские бригады готовы реагировать незамедлительно. Все котельные республики обеспечены топливом. Так, на предприятиях ЖКХ накопление углем составляет 486 тысяч тонн, нефтью 73 тысячи тонн. Также на местах есть 16 тысяч тонн газового конденсата и 10 тысяч тонн дизельного топлива. На особом контроле у нас завоз топлива в арктические и северные районы. На текущий момент в эффективном взаимодействии с Министерством транспорта Республики Саха-Якутия мы мониторим, качество автозимников и тот плановый объем топливно-энергетических ресурсов порядка 500 тысяч тонн, который планировалось завозить в навигацию. Все объемы выполнены 100%. И на текущий момент все муниципальные образования, все источники тепловой электрической генерации обеспечены топливом непосредственно на местах.
Между тем, в Якутии повсеместно проводится большая работа по модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 года реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», направленный на повышение комфорта проживания якутян. А в 2021 году принято решение о масштабной модернизации котельных в районах. Продолжит Даяна Федорова. Устаревшее оборудование, перебои в подаче тепла и высокая аварийность являются основными причинами модернизации инфраструктуры ЖКХ. Задачу подготовить федеральную программу по модернизации котельных в муниципалитетах России поставил президент Владимир Путин. Это не просто какие-то благие пожелания, эта программа обеспечена финансированием. Если в прошлом году эти цели мы выделили 170 миллиардов рублей, то в этом уже 440 миллиардов рублей. Это очень серьезные деньги и расписано куда и когда, на какие направления вот этой большой темы средства должны быть направлены. С 2023 года по его поручению начала действовать программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Так, в Якутии за прошлый год модернизировано и введено в эксплуатацию 11 котельных, общая мощность которых составила 40,5 мегаватт. Также в этом году начата реализация отдельного проекта. Это по селу Кустур. Там строится у нас котельная на щепе, что обеспечит дополнительно ввод 95 индивидуальных жилых домов к централизованному теплоснабжению. Также по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет финансовой поддержки Фонда развития территорий у нас реконструировано 8,3 километра тепловых сетей. Масштабная модернизация котельных была проведена и в муниципальных районах Якутии, в том числе в селах Мегино-Кангаласского, Имяконского и Горного Улусов. Благодаря этому в Горном к теплу подключены 11 многоквартирных, более 60 частных домов и 2 организации. В горном филиале ГУП ЖКХ эксплуатируется 23 котельных. Из них 11 котельных на газовом, 4 на газоконденсатном и 8 на твердом топливе. Общая протяженность тепловых сетей составляет 100 тысяч погонных метров. Установленная мощность котельных по району составляет 94 мегаватт. Одним из благополучателей является горный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он функционирует с 1998 года. На сегодняшний день там проживают 25 пожилых людей. Общая площадь здания составляет 459 квадратных метров. Подачу тепла нам обеспечивает горный филиал ГУП ЖКХ в соответствии с договору. Отопление бесперебойное, круглосуточное в течение отопительного периода. Качеством предоставления услуг довольны. У нас в доме, в здании тепло не ниже плюс 20-25 градусов, хотя на улице минус 50 градусов холода. Помимо этого, с 2019 года введены 32 объекта водоснабжения, в том числе установлено 17 модульных водоочистных станций. В результате обеспеченность населения качественной питьевой водой составила 79%. В текущем году планируется завершение строительства канализационного коллектора номер 3, а также ведется модернизация и строительство 8 котельных с суммарной мощностью около 47 мегаватт, а также новых тепловых сетей протяженностью около 16 километров. Это позволит подключить к центральному теплоснабжению 566 частных дома, 3 многоквартирных и 7 социальных объектов. Даяна Федорова, Джилустан Иннокентьев, Горный район, Якутск. Холода не всегда источник проблем. Благодаря морозам открываются автозимники. 80% региональных дорог республики, в том числе 5 ледовых переправ, открыты на сегодняшний день. По грузоподъемности до 30 тонн открыли дорогу на 7 участках автозимников: Умнас, Булун, Арктика, Яна, Верхояние, Набар и Лючинская. А до 40 тонн разрешено движение по автозимнику Алдан на участке поселок Хандага, Тыры, Джибарь-Кихая. Через реку Лена на участке Хатас и Павловск ориентировочная дата увеличения грузоподъемности до 40 тонн. 5-6 февраля. Благодаря устоявшимся погодным условиям, а также проведенной работе подрядной организации, возможно увеличение грузоподъемности ранее намеченных сроков.
И у нас 12 января, в пятницу, планируется работа комиссии по определению толщины льда, состояния ледяного покрова. И уже на основании этой комиссии, работы этой комиссии будет принято решение. Морозный туман может стать причиной аварий на дорогах. По инициативе управления автодорог Вилюй совместно с управлением ГИБДД на 25-м километре федеральной трассы провели профилактический рейд. Подробности в материале. Смертельные ДТП в основном происходят на федеральных дорогах. С началом текущего года на территории республики произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Из них пострадали 30 человек, 4 человека погибли. Проверка документов. Пожалуйста, ваши документы. В праздничные дни нетрезвых водителей на дорогах становится больше. Об этом свидетельствует многолетняя практика сотрудников ГИБДД. Самые тяжелые происшествия случаются при плохой видимости на дороге и несоблюдении скоростного режима. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения регулярно проводят профилактические работы. Мероприятия по безопасности дорожного движения, да, и оповещение участников движения о том, чтобы двигались с разрешенной скоростью на сегодня, да, с учетом сегодняшних низких температур, были более внимательны на дороге. Как мы знаем, основное у нас количество ДТП происходит из-за выезда на встречную полосу движения, да, и вот мы сегодня совместно с представителем ГИБДД предупреждаем об этом водителей, да. 25-й километр федеральной автомобильной дороги Вилюй выбран не случайно. Многие водители едут с районов республики в столицу, перевозя грузы и пассажиров. Ну, конечно, туман. Выхлопные трубы тоже. Газ летит, ничего не видно. Тем более больше грузов там ездят. Выхлоп у них-то на дорогу дует. Для этого ничего не видно. Встречка идет, не видно ничего. Поэтому не знаю. Вот. Больше грузов, больше боюсь. Выхлоп, если бы сюда дул или наверх, конечно, было бы нормально. Как в сторону дороги дует, ничего не видно. В связи с сильным похолоданием и густым туманом водителям рекомендуют ехать осторожно и с особой внимательностью. Статистика прошлого года показала 729 дорожно-транспортных происшествий, из них 60 со смертельным исходом. Призываю водителей быть внимательными на федеральных и республиканских автодорогах в связи с ограниченной видимостью, особенно при движении за большегрузными транспортными средствами. Необходимо выждать момент, когда будет видимость на дороге достаточно для совершения маневра. Не выезжать на полосу препятствия совершенного движения, пока видимость ограничена. Также водителей большегрузов призываю на задней части транспортного средства своих привести в порядок и как можно ярче поставить задние противотуманные фонари. Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы в одежде и быть бдительными на дороге. Подразделения ГИБДД несут службу в штатном режиме. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Несмотря на 40-градусные морозы, у нюрбинских речников идут работы по выморозке судов. Они уже готовятся к предстоящей навигации. Как говорят работники, успех уникальной технологии обеспечения судоремонта и подготовки флота как раз зависит от сильных морозов. Выморозка судов началась в декабре и завершается в начале марта. За это время работникам Вилюйского района водных путей и судоходства предстоит выморозить 8 единиц техники. Отмечается, что такую процедуру во всем мире делают только в Якутии. Если своевременно не высвободить суда от ледяного плена, то речники рискуют потерять технику в период ледохода. Судов у нас для выморозки 8 единиц. Это и теплоходы, и это и баржи. Выморозка производится для того, чтобы своевременно суда вошли в навигацию 2024 года. Без остановки, бесперебойно, безаварийно. Чтобы все было, как говорится, нормально перед навигацией это делается. Когда происходит выморозка, получается чаша такая, и вода там скапливается в том месте, и судно уже, когда лед, как правило, начинает отрываться, судно уже оказывается в воде. Длинные праздничные каникулы не для всех предприятий выдались выходными.
Так, например, региональный оператор в Ленске не прекращал свою деятельность, чтобы за новогодние каникулы город не утонул в мусоре. Техника предприятия работала в усиленном режиме. Подробности в материале. Новогодние каникулы в Ленске выдались теплыми, поэтому у регионального оператора была возможность работать без сбоев. Ежедневно на линию выходило 4 единицы техники, именно поэтому мусорные площадки были постоянно чисты. Да, убирать регулярно и чисто там все около нашего подъезда. Живу в центре города, мусор каждый день убирают. На выходных иногда бывает, через день, а так каждый день. Нет с этим проблем. И такая картина наблюдается по всему городу. Чисто, приятно посмотреть. Жители заметили, что с того момента, как предприятие «Профи» начало осуществлять свою деятельность, мусорные площадки убираются всегда своевременно. Года 2 назад, я помню, раз что-то, и тут вообще было куча. А сейчас все нормально. Вот, пожалуйста, с утра. В 9 утра не убирают, нормально, все стабильно. 2-го приехали они, все чисто было. С самосвалом даже приехали, да. 2 числа они приехали. 1-го отдыхали, мусор накопился, а 2-го 2 машины подошли, и они убрали. Освобождают баки, после начисто убирают вокруг них лопатами. К своим обязанностям работники предприятия относятся более чем ответственно. Мы работали каждый день. Погода позволила технике работать, то есть не было никаких низких температур, то есть ниже 45 мы стараемся технику не выпускать в связи с тем, что техника вся работает на гидравлике. Каждый день работало 4 единицы техники, 8 человек задействовано было, плюс ЭТРовский состав, который у нас отслеживал, и постоянно были у нас на связи. В праздничные дни к работе была привлечена и техника для вывоза крупногабаритного мусора. Жители буквально завалили мусорные площадки мебелью, техникой и огромными коробками. Регулярно вывозился мусор и из частного сектора. Сегодня региональный оператор заключает договоры с жителями частного сектора на оказание услуг по вывозу мусора. Площадками для его сбора оборудованы уже все улицы. Также руководитель предприятия просит население своевременно производить оплату услуг. Ведь именно от этого зависит стабильная работа компании, следовательно, и чистота города. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. Министерство образования и науки Республики и ресурсный центр «Юные якутяне» проводят творческий конкурс на разработку логотипа года детства в Якутии. Участникам необходимо создать современный, оригинальный и запоминающийся символ года детства, который будет использоваться в информационно-рекламной и представительской продукции, в том числе во всех соцсетях. Заявки принимают до 20 января, подведут итоги и определят победителей конкурса 24 января на совещании Минобрнауки региона. Выиграет одна работа, то есть это может быть авторский коллектив, я еще раз говорю, физическое лицо или юридическое лицо, и денежный приз за участие победителю разработки логотипа вручается денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Логотип у нас разрабатывается в целях использования в информационных каналах. Но в Мирнинском районе сократился уровень безработицы по сравнению с предыдущими годами. Если год назад в базе данных числились 380 безработных граждан, то сегодня это число немного превышает 300 человек. Подробности далее. За прошлый год в Мирнинский филиал Центра занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось более 1000 человек. Всего было трудоустроено 560 человек. На постоянные рабочие места устроились 417 безработных. В настоящее время в базе данных размещено 1488 вакансий на 2427 рабочих мест. Так как градообразующим предприятием нашего района является акционерная компания «Алроса», основная часть вакансий – это вакансии в промышленность. Также требуются педагоги, врачи, охранники. Через Центр занятости можно пройти бесплатные курсы профессионального обучения. За 2023 год обучение прошли 142 безработных граждан. Из них на сегодня трудоустроено 80 человек. Особое внимание уделяется участникам и членам семьи участников специальной военной операции. Мы им помогаем трудоустраиваться. Также они через нас могут пройти профессиональное обучение. Предоставляем услуги психолога по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.
В летний период по программе временного трудоустройства ежегодно охвачиваются и несовершеннолетние граждане. Только за прошлое лето было охвачено 805 детей. Также Центром занятости оказывается финансовая поддержка для открытия собственного дела. Поддержку получили 18 начинающих предпринимателей. Я благодаря этой поддержке, этой программе, получил денежные средства на приобретение оборудования и материалов. Я закупил швейное оборудование и, то есть, частично сами материалы. То есть и у меня бизнес, связанный с разработкой и изготовлением женской одежды, поэтому, собственно, вот ткани и фурнитура тоже за счет этой программы я приобрел. С этого года вступила в силу новая версия закона о занятости населения. Основные новшества в правилах для рынка труда коснутся выплат по безработице, борьбы с нелегальной занятостью и регулирования платформенной, а также правового статуса самозанятых. Анна Васильева, Мирный. Стенд Якутии на выставке «Россия» стал одним из лидеров народного голосования. На сегодня республика по каждой номинации собрала более 2000 голосов. Лучших выбирают по 11 номинациям. Также среди лидеров голосования Санкт-Петербург, Волгоградская область, Башкортостан, Чувашия, Калмыкия, Тюменская область, Пермский край. Принять участие в онлайн-голосовании могут все желающие. Выбрать можно как несколько номинаций, так и все 11 сразу. Голосование продлится до конца работы выставки «Россия», то есть до 12 апреля. Сейчас небольшая пауза. Вскоре мы продолжим программу. Дождитесь. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Айсан Николаев на уходящей неделе проверил деятельность регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества». Глава пообщался с сотрудниками и руководством организации, участниками спецоперации и родными бойцов, которые пришли в фонд за помощью. Напомним, что филиал начал свою работу 30 мая. В филиал за помощью и содействием в решении различных проблем обратились свыше 3700 граждан из числа участников СВО, членов их семей. Всего поступило более 10 тысяч вопросов. Основная задача фонда – персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов. На сегодня можно сказать, что 8800, более 8800 вопросов решены, это более 80%. То есть они решены положительно. Мы плотно работаем с органами исполнительной власти республики, с муниципальными образованиями, ну и в первую очередь с военкоматом Республики Саха-Якутия, с военными частями, где ребята служили. Ну и сложные вопросы уже, все обращения идут у нас через военную прокуратуру. В Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины участники спецоперации получают необходимую помощь. Врачи подбирают им индивидуальный план реабилитации в зависимости от травм и ранений. Также не забывают уделять внимание психологическому здоровью бойцов. Подробности реабилитации у Марины Захаровой. Вернуться в строй участникам специальной военной операции помогают высококвалифицированные специалисты. Сначала пациенты проходят консультации врача по физической реабилитационной медицине, медицинского психолога, травматолога и по необходимости невролога и других специалистов. После этого бойцам назначается индивидуальный план реабилитации. Туда входит назначение физиолечения, электросон-терапии, альфа-капсула, какие-то седативные программы, медицинская психотерапия, лечебная физкультура. Туда входит упражнения по физической реабилитации, механотерапия, кинезитерапия, разработка суставов. Реабилитация осуществляется с помощью новейшего медицинского оборудования, которое Центр получил по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Оно позволяет ускорить процесс возвращения пациентов к бытовой и трудовой деятельности.
У нас есть мотомеды, это аппараты роботизированные, механической разработки конечностей, так как у них чаще всего, у них получается нарушение опорно-двигательного аппарата, вследствие различных травм, взрывных, минно-осколочных ранений. Также у нас применяется, это физиотерапия в широком, это у нас электросон есть, например, так как у них на фоне постоянного стресса, нахождения, в боевых условиях, нарушается сон. Есть лазерная установка, она помогает, также участвовать в процессе заживления, регенерации тканей органов. С нами поделились информацией, что они не падают духом и усердно трудятся, чтобы поскорее вылечиться. Я хочу, конечно, отметить сильную волю, потом положительный настрой на выздоровление. Это имеет очень большое значение в лечении, особенно реабилитационной терапии. Поэтому характерологические особенности наших воинов лечение имеет, естественно, очень важное значение. В целом реабилитация длится 14 дней, после чего пациентов выписывают. По необходимости их могут направить на повторное прохождение лечения. За 2 года реабилитацию в центре прошли 148 участников специальной военной операции и 98 членов их семей. Из них 57 человек – это дети. Бойцов и их родственников стараются принимать вне очереди. Марина Захарова, Дилустан Иннокентьев, Якутск. Оперативный штаб Единого координационного центра республики организовывает передачи гуманитарной помощи мобилизованным и военнослужащим из Якутии. За прошедший год была оказана всесторонняя помощь мобилизованным военнослужащим и их семьям. Так, представители общественных организаций выделили технику, обмундирование и необходимое оборудование. Доставили 18 единиц техники на базе УАЗ, 47 квадроциклов «Сокол». В текущем году рабочий план центра утвержден. Организуется отправка первой партии техники в ближайшее время. Если говорить о цифрах, то в ноябре предприятиями было пожертвовано 8 автомобилей УАЗ, в декабре было пожертвовано 10 автомобилей УАЗ, и сегодня у нас на готове к отправке готовы 6 единиц автомобилей УАЗ. Эта работа будет продолжаться. Сегодня под эгидой правительства республики дана рекомендация всем предприятиям государственным по возможности предоставления техники в зону СВО для поддержки и для укрепления обороноспособности наших военнослужащих. Более 100 человек прошли подготовку в центре Ботур и в составе добровольческих отрядов «Барс» отправились на специальную военную операцию. Количество желающих не уменьшается. Каждый месяц на очередной набор кандидатов приходят десятки человек. За несколько недель инструкторы центра из вчерашних гражданских людей, многие из которых никогда не держали в руках оружие, готовят боеспособных воинов. Подробнее о подготовке добровольцев расскажем далее. Большинство курсантов Центра подготовки «Ботур» – это гражданские люди. Многие не проходили даже срочную службу в армии. Исходя из этого, инструкторы Центра разработали специальную программу, благодаря которой за 3-4 недели обучают новобранцев азам военной науки. Подготовить ребят к нагрузкам, потому что там психологические, физические нагрузки очень серьезные. Мы специально для этого ездили, там смотрели, проверяли, что на передовой, и потом стали уже под эту программу, подготовили огневую, тактическую, физическую, минно-взрывная подготовка. Все основное, что топография еще, чтобы люди, которые придут туда, более-менее ориентировались во всем этом. Многие, кто прошел подготовку в центре «Ботур», после первой командировки вновь подавали заявки и ехали на СВО. Высокий уровень подготовки позволяет бойцам отрядов «Барс» нести минимальные потери. Сейчас в центре занимается больше десятка кандидатов, среди которых и молодые люди, и уже взрослые состоявшиеся мужчины. Мне 52 года, я достаточно и для себя поработал, и для семьи. У меня дети есть, работа есть, бизнес есть. Я туда еду не за деньгами. Думаю, отдать перед отчизной долг. Здесь с помощью наших инструкторов получаем какие-то знания, которые нам там понадобятся. Оказать первую помощь медицинскую, которая может дать там шанс кому-то, допустим, как обращаться с оружием, тактическая подготовка, физическая подготовка, и моральная подготовка. Кроме тренировок кандидатов в добровольческий отряд, инструкторы центра работают и над военно-патриотическим воспитанием школьников и молодежи республики. С учебным центром «Ботур» работаем уже с сентября месяца в плане военно-патриотического воспитания молодежи. И провели уже несколько республиканских соревнований, городских соревнований
по эстафете, военно-патриотической эстафете, военное патриотическое воспитание. И мы, когда проводим вот медицинскую подготовку, строевую подготовку, тактическую подготовку, к этим предметам дети очень интересуются. Многие бойцы из отряда «Барс» из Якутии представлены к высоким российским и республиканским наградам за проявленное мужество в боях. И наверняка нынешние кандидаты, пройдя обучение и отбор в отряд, зарекомендуют себя как смелые и храбрые воины, продолжат славные традиции добровольческих отрядов «Барс» из Якутии. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. Работники средств массовой информации отмечают профессиональный праздник. С Днем печати якутян поздравил глава республики Айсан Николаев. 13 января 1703 года вышла в свет первая российская газета «Ведомости». Времена меняются, но неизменным остается ответственность служителей пера и слова за объективное освещение событий. Наши СМИ за достаточно короткое время встали на путь цифровизации. Новые технологии меняют всю нашу жизнь. А в условиях противостояния с теми, кто навязывает нам чуждые ценности, как никогда важна гражданская позиция журналистов в консолидации общества. Достоверная и оперативная информация о специальной военной операции позволяет отделить правду от потока лжи, говорится в поздравлении главы. А Союз журналистов Якутии подвел итоги конкурса лучших журналистских работ. В номинации «Фото года» обладателем приза стал фотокорреспондент редакции ЕСИА и пресс-службы главы и правительства Андрей Сорокин. Подробнее в сюжете. Карьеру фотографа Андрей Сорокин начал в Нерюнгри. Там же познакомился со своим наставником Марией Васильевой, которая спустя некоторое время пригласила его работать в ЯСИА и по сей день наставляет Андрея, давая советы, замечания и рекомендации. Идеальной фотографии никогда не бывает. Все равно есть какие-то мелочи, шероховатости, вот это все это есть. Поэтому наставничество, я считаю, что это нужно для каждого человека. И хорошо, что мне повезло, что у меня рядом со мной такой человек, как Мария Васильева. Вот уже 3 года он работает в пресс-службе главы и правительства республики. В его задачи входят рабочие командировки по улусам Якутии и регионам страны. Он снимает официальные встречи, объезды и регулярно попадает в наши кадры. Рост Андрея Сорокина равен 186 сантиметрам. Он отметил, что высокий рост мешает его коллегам-операторам, но не ему, так как высокий рост порой помогает сделать удачный кадр. Ну, бывает то, что, допустим, из примеров объезд по объектам строительным, и бывает то, что там очень узкое пространство, но надо проскочиться как-то. Ну, получается. Не всегда, конечно, но получается проскочить. Он ответственный, отзывчивый и вежливый. Это лишь часть того, как отзываются о нем его коллеги по цеху. Это такая преданность работе не у всех есть, считаю. И то, что каждый хочет пожить для себя, отдохнуть, а вот у Андрея каждая минута он находится в работе. Вспомнился случай, когда Андрей помог и мне. Это было на 3-м курсе, я проходила практику, и мне дали задание сделать репортаж в Саха-театре. И он подошел ко мне и мило начал спрашивать, как вообще мне работа, и дал совет, у кого взять комментарий. Вроде мелочь, но очень приятно, помню до сих пор. И да, Андрей у нас очень отзывчивый, и я считаю, что вот эта награда, он, конечно же, заслуживает ее.
Андрей Сорокин отметил, что ежедневно перед ним стоит важная и ответственная миссия. Всегда нужно быть начеку и не допускать ошибок, ведь профессия фотокорреспондента требует сочетания творческих и технических навыков. Мы желаем Андрею удачи и успехов в профессиональной деятельности. Даяна Федорова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В декабре соцсети заполонила невероятная новогодняя история. Лисица стала неожиданной гостьей местной жительницы. Любопытное животное с ошейником бесстрашно скреблось в окошко и просило еду. В течение месяца лису подкармливали. Переживая за животное, семья обратилась в мини-зоопарк «Зоополис». Как сейчас обстоят дела у лисицы и какие еще животные обитают в зоопарке? Об этом в сюжете. Рыжей лисице около 2 лет. Из-за того, что она сейчас сильно напугана и кусается, точный возраст определить сложно. Когда в мессенджерах впервые появилась информация о ней, хозяева дали о себе знать, однако по сей день так и не предприняли никаких действий. Вероятно, это обусловлено тем, что Верховный суд Российской Федерации запретил заводить представителей животного мира в качестве домашних питомцев в соответствии со статьей 26 Федерального закона о животном мире. Сейчас лиса находится на карантине и ждет своих хозяев. Помимо нее в зоопарке живут еще 3 лисы. За моей спиной находятся лисы Афина и Лися. Афине около 2 лет, а Лися чуть младше нее. Карантин будет длиться порядка 2 недель. В зоопарке лиса освоилась и даже уже кусается, охраняя свое личное пространство. После карантина сотрудники зоопарка хотят поместить ее в один вольер вместе с Афиной и Лисей. Для выявления всех болезней должен пройти инкубационный период, чаще всего это 2 недели. Она будет у нас здесь находиться, пока либо не объявится хозяин, либо она остается у нас здесь навсегда жить. В зоопарке живут порядка 100 представителей животного мира, в том числе вороны, выпьи, коршуны. Их принесли неравнодушные горожане, которые нашли их случайно. У них были сломаны крылья, однако после продолжительного курса лечения их здоровью ничего не угрожает. Специалисты отметили, что они плохо летают, поэтому в дикую природу коршуны уже не попадут. Они уже не попадут в силу того, что они там не выживут из-за состояния физического, то есть они не смогут. Маленькому у нас примерно где-то полгодика и взрослому где-то 2 года. То есть взрослого зовут Саурон, а второму имени мы пока что не придумали, мы думаем над этим. Зоополис принимает и выхаживает питомцев, попавших в беду, и нередко становится для них домом. В основном же животных для контактного зоопарка заказывают из разных зоопарков и питомников. В истории лисицы надо надеяться на счастливый финал. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. По восточному календарю 24-й год дракона, а по якутским поверьям год богини Айгисыт, покровительницы материнства и семьи. Житель села Хадан Сунтарского района у себя во дворе создал удивительную скульптуру из снега, которая удивляет не только земляков, но и гостей из других сел и городов Якутии. Со снежным мастером встретились наши коллеги. Иннокентий Иванов создает снежные скульптуры и радует родных каждый год. С наступлением зимы земляки уже ждут и гадают, что же сотворит мастер на этот раз. В этом году у себя во дворе народный умелец слепил фигуру Айгыт. И дети, и родные уже настаивают, а все гости спрашивают, что же будет на сей раз. У Далбар хотон стрела в руке означает дух мальчика, а ножницы – девочки. Иннокентий создает снежные скульптуры уже порядка 3 десятков лет. Вначале лепил знаки года для детского сада, затем фигуры начали появляться возле дома. Правда, прошлый год единственный раз из-за состояния здоровья пропустил. 5 лет назад мужчина повредил руку во время работы на станке. Все время столярничал и потерял бдительность. Лишился руки, другая рука еще ранее тоже была травмирована. Но я знаю, что мастерят люди даже без обеих рук. Поэтому что умею, как могу, делаю.
Главное для человека желание и поддержка близких. Замечательная работа. Каждый год восхищаемся, фотографируемся. Желаем ему еще новых творений. Земляки и приезжие гости охотно фотографируются рядом со скульптурой. Некоторые даже верят, что если прикоснуться к богине Аигет, те, кто хочет пополнения в семействе, это желание обязательно сбудется. Ведь она покровительница наступившего года. Туяра Филиппова, Тускулана Горохова-Кавельянова, Ярослав Филиппов, Сунтар. В Москве в концертном зале Останкино прошел международный фестиваль молодых исполнителей «Огни рождественской Москвы». В нем приняли участие сотни детских коллективов со всей России, в том числе и якутяне. Воспитанники детского сада «Чугдар» покорили жюри своим трогательным выступлением и стали лауреатами первой степени. Что именно исполнили юные артисты и через что прошли на пути к победе, узнаем в материале. Фольклорный ансамбль «Чугдар», город Якутск, республика Саха-Якутия. Ваши аплодисменты, друзья! Это первая большая награда юных артистов. Они выступили в номинации «Инструментальное искусство», исполнили попурри народных песен. В коллективе 13 детей, многим всего по 4 годика. Но их репертуару позавидует любой взрослый. Всего за 4 минуты, именно столько длится номер, ребятам удалось завоевать сердца жюри и зрителей. Сыграли и спели отрывки сразу 5 композиций. Всего на конкурсе было представлено 8 номинаций. Узнать, кто лучший в вокале, танцах, театральном искусстве, приехали около 100 коллективов из России и стран СНГ. Чтобы выйти лауреатами конкурса, якутянам удалось перепеть более 12 ансамблей. Судьи оценили владение голосом, костюмы и игру на музыкальных инструментах. Я очень долго занимаюсь на ансамбле и еще очень долго занимаюсь на кипсюре. Нужно поймать ритм и ударять, чтобы был хороший, огромный звук. На пути к победе юных артистов не остановила ни конкуренция, ни разница во времени между Москвой и Якутском. Одного выхода на сцену ребята ждали 7 часов, но и в перерывах они пели. Они же 5-летние дети, 4, 5, 6 лет им. Ага. И вместо того, чтобы там сидеть грустить, они собрались в кружок и начали запевать «Осохой». И всем детям вокруг тоже поднимали настроение. Они... Прямо сейчас, кстати, за вашей спиной они тоже в «Осохой». А, точно. Так, якутские песни покорили сцену Останкино. В планах у ансамбля «Чугдара» еще большие высоты. Ребята уже начали изучать новые песни и готовы к новым свершениям. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.